прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Сплошные проверки. Госавтоинспекция республики проводит очередные рейды. Каким видам правонарушения инспекторы уделяют особое внимание, чем грозит несоблюдение правил и как превентивные меры влияют на снижение аварийности на дорогах. Сокровище народа. ладуга ц'ассуга хайqa лекорта. ладуга яқид алергаработ. Истёт сухорцена. Бухуна шорта. Шаху ушхочуна. Войнохчи мот. Идет активная регистрация участников масштабного конкурса на знание чеченского языка. Когда начнется состязание, сколько этапов и каков призовой фонд. Красота – страшная сила. Целью сегодняшней экскурсии является популяризация внутреннего и медицинского туризма Чеченской Республики. На базе спортивно-туристического комплекса Кизиной-Ам турецкие специалисты провели консультацию пациентов, желающих провести трансплантацию волос. О развитии медицинского туризма в нашем выпуске. Во время прямого эфира с главой региона поступило обращение от ученика 3 класса 1212 школы города Москва. Мальчик по имени Никита попросил купить ему футбольный мяч и большую куклу для своей 3-годовалой сестры. Желание ребят Рамзан Кадыров не оставил без внимания. По его поручению детям были переданы подарки лично по месту жительства. В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа бойцов батальона 96-го полка оперативного назначения войск Национальной гвардии. Перед этим на построении с ними провели инструктаж. Военнослужащие прошли полную профессиональную подготовку и готовы выполнять задачи любой сложности. У каждого высокий боевой дух и уверенность в победе, поскольку против украинских бандформирований они едут сражаться не впервые. Теперь им предстоит преодолеть долгий путь на военной технике. Мы уже едем туда не первый раз, опыт есть, настрой боевой, паники нет, правда за нами. Боевой дух на высшем уровне, морально-психологическое состояние товарищи тоже на высшем уровне. Иншаллах, вернемся с победой. Родным, близким желаю запастись терпением, а мы в свою очередь вернемся в целости и сохранности. Ребята не впервые в горячих точках, тем более есть опыт украинский, с первого дня тоже находились. И будем достигать все цели, выполнять все поставленные задачи. Правда, за нами, победа будет за нами. В регионе проходят профилактические мероприятия по предотвращению возможных автодорожных происшествий. Сотрудники госавтоинспекции призывают жителей соблюдать все правила и быть внимательными. О ситуации на дорогах расскажет Адам Магомедов. С начала 2023 года сотрудники госавтоинспекции, как и всегда, внимательно следят за ситуацией на дорогах. В ходе оперативно-профилактических мероприятий они трудятся для того, чтобы предотвратить опасные дорожно-транспортные происшествия. Выявляются нарушители, а также проводится разъяснительная работа. Основными нарушениями, влекущими к тяжким последствиям, являются превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, проездно запрещающий сигнал светофора. В каждом из нарушений ПДД присутствует человеческий фактор. Это низкая культура и дисциплинированность участника дорожного движения, что приводит к тяжким и необратимым последствиям на дороге. В этой связи нашим ведомством проводится работа по воспитанию и культуры участников дорожного движения. Сами водители также понимают, что нельзя нарушать ПДД, ведь это создает опасность для всех участников дорожного движения, и поэтому стараются вести себя как можно более аккуратно. К этому же призывают и всех остальных. از سویت هوریال چواس ستا ویز
ديسيال يلغاس ويزر شخمت الشغل شخمت مو أباسنا إتحريات حالات عبوزيزي حالات خز دعوة ويزر سق إز كارير هرنروشينياش خز لرول ويزر ماشينا سوان تخلص ويزر وي تعتبش صيغة ليل نروشينيش يو إيش شين بنات عشنا أنا مثلا حوز بوقفنا تكيجي تشير تعاون در تير دو عدوق شادق وقت وليل واشتك تير دو عدو شين إتسانخ أخي إيش ياش لربيلش إيش أو ديقدر وقت بقم حلا وعلرلو كرور. Со своей работой сотрудники госавтоинспекции успешно справляются. Достаточно посмотреть на статистические данные или же просто выйти на улицу и понаблюдать за контролем дорожного движения. В прошлом году Чеченская Республика стала одним из лидеров по снижению числа ДТП с пострадавшими. С начала года по сегодняшний день было зафиксировано 5 ДТП, в них 1 погибший и 5 раненых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сильное снижение во всех 3 показателях: на 30% по количеству ДТП, на 75% по количеству погибших и 44% по количеству раненых. Все это благодаря усиленной работе сотрудников госавтоинспекции, которые сохраняют безопасность на дорогах, а также сознательности самих граждан. Адам Магомедов, Шейх Мансур Малатов, Вести, Чеченская Республика. В столице стартовала реализация очередного крупного инвестиционного проекта. В торжественной церемонии закладки памятной капсулы под строительство ремонтно-механического завода приняли участие вице-премьер-министр сельского хозяйства Якуб Закриев, мэр Грозного Хасмагомед Кадыров, министр промышленности и энергетики Адам Хакимов и другие официальные лица. Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову мы с успехом можем решать задачи, направленные на социально-экономическое развитие столицы. Увеличение производственных зон и улучшение качества выпускаемой продукции, несомненно, благоприятно сказывается на инвестиционной привлекательности города. Мы выражаем искреннюю признательность Рамзану Ахматовичу за то, что Грозный постепенно возвращается к статусу промышленной столицы Юга России. Наш город динамично развивается и становится все более привлекательным для инвесторов. Это является одной из приоритетных задач руководства республики и столичных властей. Хочу также поблагодарить компанию ООО «Кран Вектор» за оказанное доверие. Буду рад дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Со своей стороны мы будем оказывать всестороннюю поддержку нашим партнерам. Уверен, строительство завода станет новой страницей в промышленной истории нашего города. Проект реализуется компанией «Кран-Вектор» совместно с руководством субъекта. Новый завод будет заниматься производством и техническим обслуживанием башенных кранов, а также выпуском стальных канатов для строительства и спецтехники. Объем инвестиций составит около 800 миллионов рублей и обеспечит регион дополнительными 152 рабочими местами. Стоит отметить, что проект не имеет аналогов в России. Призовой фонд конкурса на знание чеченского языка, объявленного руководителем региона, составит 8 миллионов рублей. Это первое подобное состязание. Его итоги подведут в конце 2023 года. В настоящее время идет прием заявок. С подробностями Амина Тупилагова. В голосе учительницы родного языка и литературы Хавы Халидовой слышится радость. Действительно, год чеченского языка стал настоящим подарком для всех, но в особенности для педагогов, посвятивших свою жизнь этому предмету. А теперь весь 2023 в республике будут чествовать его благородство и красоту. Конечно же, на плечи преподавателей ложится дополнительная нагрузка и ответственность. Но тем не менее, они выражают полную готовность трудиться во благо общества. وقتين عال شو يلش بلان شو هور كيرنخ تحت мероприятий هور نخشي مطلوش بالش حيخر خوشو يريلش تيجا دق سورت ديلر сочинение язер, бейт язер, тук агон шуцо далоч, яздер хуаш, цанкиетер, тук агон шук ох, елерин, ах хихер хуай конкурс шук ах, хихер хуай, дишер хуай, трешниц кочкепер и бах балерин доктор. Одним из грандиозных событий в рамках года чеченского языка является конкурс Нохчи Меттенгоузанча, в котором нужно будет доказать совершенное им владение. Подробности проведения на данный момент держатся в секрете. Для объективности
выбора победителя. Ведь на кону стоит внушительный денежный приз – 5 миллионов рублей за первое место, 2 за второе и 1 за третье. Уже идет регистрация участников, и продлится она до 20 февраля. Принцип мой и мотоли хушек, мотадолхом диктуешек, тайпан дешнеш ночимата алсам хушек и кастор дотхунд эдилнек. Болбеш вуйвати хан отцол хокколюй стаг зуди али цана аурки билглойот шин отюк ада слушек шавик ого регистрировать вешости. Очона интнакасан бар мелбутиал. Ишибайгерг. Невозможно не любить родной язык. Крылатые фразы несут особый смысл, который порой сложно перевести. К примеру, в чеченском языке есть термины «ях» и «онхала», косвенно относящиеся к слову «честь». Но так или иначе, точных аналогов им нет даже в таком богатом русском. А стихотворение мотивирует к тому, чтобы углубляться в его изучение. لدوغت السوق حقيقة لكورتا لدوغا يعقد على رقربوت اشتوت خورت سنة بوحون الشرطة شاخو ушволчуна войнохчи мод. В целом, уже по всему региону стартовала цепочка мероприятий. В образовательных учреждениях проводятся различные конкурсы, а придорожные билборды республики украшают редкие чеченские слова с переводом. Отличная идея для популяризации архаизмов, выбывших из обихода. Чеченский язык велик и могуч. На нем разговаривали наши доблестные предки, прославившие весь народ своими храбростью и мужеством в вопросах сохранения культурных ценностей. Он – основной инструмент. Амина Тупилагова, Резван Насипов. Вести. Чеченская республика. Российские отделения социального фонда уже со следующего месяца начнут предоставлять медицинским работникам специальную выплату. Среди получателей сотрудники сферы здравоохранения как центральных, так и районных больниц. Размер средств составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории самих работников. Пособие будет предоставляться ежемесячно на основании электронных данных, получаемых от медорганизации. Территориальные органы отделения соцфонда будут перечислять деньги в течение 7 рабочих дней после формирования электронного реестра работников. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она будет рассчитана. Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты. Средства будут выплачиваться автоматически. Первое зачисление за январь поступит врачам уже в конце февраля. В семейной клинике «Аймед» проводит трансплантацию волос 2022 года. Процедуру проводят лучшие турецкие специалисты. Используя современные методы, врачи способны избавить пациента от залысин без негативных последствий. Вместе с тем, консультации пациентов проводятся абсолютно бесплатно. В этот раз они состоялись на базе спортивно-туристического комплекса «Кизиной-А». Организаторами являются Министерство республики по туризму совместно с семейной клиникой «Аймед». Развитию медицинского туризма руководитель региона уделяет колоссальное внимание, и такие мероприятия проводятся по его указанию. Адам Сулейманов о впечатлениях гостей. Обычные туристы на первый взгляд, но за плечами этих людей сотни удачных операций по пересадке волос, 50 из которых они провели в семейной клинике «Аймед». Знакомятся с Чеченской республикой турецкие врачи уже не в первый раз, но в горные районы они попадут впервые. Целью сегодняшней экскурсии является популяризация внутреннего и медицинского туризма Чеченской республики, а проходить она будет в формате совмещения полезного с приятным. В сопровождении гида и переводчика группа прямиком из столицы направилась в первый пункт назначения – центральную мечеть города Шалик «Гордость мусульман», которая своей изящностью и красотой впечатляет и завораживает. Подобные рисунки, которые мы видим с вами по стороне айвана, используются для росписи священной книги Коран. Еще одно достопримечательное место республики – памятник знаменитому абреку Зелимхану в селе Харачой. Его легендарная личность осталась в памяти народа как человека, который помогал обездоленным и мстил нечистым на руку чиновникам. Он всеми силами противился царскому режиму, стараясь сохранить независимость народов Кавказа. Услышанное вдохновило турецких гостей. Начинается играть имущество и притеснители. Это и как местная элита чеченцев, которые богатые в мире, так и у других национальностей, которые притесняют бедных.
Третьим пунктом посещения стало имеющее не менее интересную историю селение Хой. В переводе на чеченский язык его название означает «дозор», либо «поселение стражников», а все из-за сторожевой башни. Она входила в замковый комплекс бывшего поселения чеберлоевцев в районе озера Кизиной-Ам. Сами башни и башенный комплекс в целом существовали тогда, они еще более-менее были для жизни пригодны. Но когда начались две военные кампании 90-х, в этих башнях скрывались бандформирования. Они уходили в лес, потом приходили ночевать сюда. И в итоге весь этот комплекс был с воздуха уничтожен. Бомбили полностью всю территорию. И, наконец, главной и завершающей путешествие точкой стала туристическая база отдыха Кизиной-Ам. Наслаждаясь живописными видами, врачи устроили всем желающим бесплатную консультацию и пригласили их на лечение в клинику. Консультируем пациентов с проблемой падения волос в области головы, также пациентов в области падения волос в области роста бороды. Также мы проведем отбор пациентов, назначим необходимый день, удобный для пациента, и проведем операцию уже в нашей клинике Аймед. Операция проходит за один день в течение 6-8 часов. Необходимые анализы предоперационно мы берем в клинике, даем рекомендации и наблюдаем пациента дальше. День был насыщен эмоциями и впечатлениями, которыми турецкие врачи охотно поделились. Цель нашего визита на Кизиной – это совместить приятное с полезным. Мы решили отдохнуть на выходные и в то же время провести консультацию для пациентов, желающих пересадить волосы. Место очень прекрасное. По пути сюда мы увидели очень много мечетей, исторических мест. Огромная благодарность Министерству по туризму за предоставленную возможность и проведенное время. Подобные проекты в регионе проводятся не в первый и далеко не в последний раз, только с одной целью, а именно развитие и популяризация различных отраслей республики, включая и медицинский туризм. Адам Сулейманов, Сайдали Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.